Я Искандарова Мавзуна, представляю филиал школы Хотам ПВ, город Гисар. Участвовала в Международной олимпиаде ИБО. Значит, первый вопрос – дыхание роста и дыхание поддержания. Под этим вопросом дыхание роста и дыхание поддержания я поняла то, что это при дыхании, вот обычное при дыхании, и дыхание роста – это, например, внутриклеточное. Под дыханием поддержания – это то, что мы используем кислород, и наши вот эти вот органы, которые участвуют в дыхательной системе, они, значит, это все способствует, а в дыхании роста это уже в клеточном уровне, наверное, и там происходят различные реакции. Например, первый – это глюколиз, второй – это цикл Кальвина, и также образование АТФ, энергии. Дыхание, поддержание – это вот мы вдыхаем кислород, и тем самым в легких происходит диффузия. И вот диффузия происходит в зависимости от концентрации по градиенту, и тем самым происходит поддержание кислородом организм. А вот дыхание роста – это то, что мы выделяем энергию АТФ. Это используется в наших процессах, жизненных процессах, и тем самым рост происходит, ну, если грубо сказать. Дальше пройтись? Или вопрос? Да. Хорошо. При дыхании, я дополню еще, дыхание и поддержание, ну вот в дыхательной системе участвуют органы, это носоглотка, носовая полость, извиняюсь, носовая полость, глотка, трахея, потом идут бронхи, бронхиол или бронхиальное дерево. Структурно функционально является ацинус, и также альвеолы, там, где происходит газообмен. Вот. Дыхание роста – это уже вот в митохондриях там идут реакции различные. При первой реакции гликолиз выделяется 2 молекулы АТФ, при цикле Кальвина уже 34, и потом уже третий этап, там выделяется еще 2, и в общем 36 молекул АТФ. Это вот все для поддержки роста. И, значит, второе, краткая история зоологии, принципы зоологической систематики, бинарная номенклатура видов. Краткая история зоологии начинается с одноклеточных, можно сказать, с протистов. В основном в школьной программе идет 3 вот этих вот типа. Это инфузории, споровики и саркомастигофора. Но их всего 7, если так в общем рассмотреть. Значит, после них идут по эволюционным темпам вот эти вот плоские представители, они вот всего лишь пластинчатые, из одного слоя образованы. Дальше идут губки. Губки являются фильтратами. Они в основном, это их основная функция, они просто стоят, и через них проходит вода. Обитают они в основном в морских водах и фильтрируют воду. Дальше идут кишечно-полостные. Кишечно-полостные имеют 3 основных класса. Это гидроидные, потом идут, ну это все они полипы, их всего 3 класса гидроидные, потом кораллы и вот эти гидроидные кораллы, они уже эволюционировались и состоят из, ну, они кишечно-полостные, имеют полость внутри, имеют мезоглию, это еще неразвитая такая ткань, она у них развитая, у них уже образуются 2 слоя, да, у них уже 2 слоя, вот. Ну, в основном они хищники, потому что животные, у них имеются щупальца для защиты и для питания, и довольно простые организмы. Дальше идут уже черви, это краткая история зоологии. Дальше идут черви плоские, потом идут круглые и кольчатые. К плоским относятся вот эти вот ленточные, это ресничатые, сосальщики. Дальше идут круглые черви, они в основном паразиты. Вот. Они паразиты, например, аскарида, один из этих
более популярных видов, они паразитируют в организме лошадей, животных, человека. Потом кольчатые. К кольчатым относится вот это вот обычное, если взять представитель, дождевой червь, они уже более самостоятельные. Также имеются паразиты, но вот именно паразитам относятся некоторые виды укольчатых. Дальше, если пойти, то получается иглокожие. Иглокожие, они тоже довольно просто устроены, состоят из основных органов и имеют различных представителей. Например, вот эти вот кольчатым. Дальше идут моллюски. Моллюски, они уже более приспособились. Вот. Имеются как двухсводчатые, головоногие, брюхоногие. Но если смотреть системы, кровеносная система впервые образовалась у кольчатых червей. Вот, вторичная полость или ацинус, это уже у круглых червей было. Замкнутая кровеносная система у кольчатых, а у моллюсков это уже не замкнутая. Дальше... Маузена, извините. Да. Надо нам определиться с вами. И вот отвечая на второй вопрос, не по существу говорите. Вы сами догадались об этом или нет? Давайте еще раз обратимся к вопросу. Краткая история зоологии, надо о науке говорить. Про науку, хорошо. А потом второй часть вашего вопроса. Надо назвать принципы систематики в зоологии. Какие принципы используются. И потом, согласно бинарной номенклатуре, вы перечислите как название видов. Хорошо. Пожалуйста. Краткая история зоологии. Ну, в основном основателем зоологии это Аристотель. Также туда большие вклады Линнейна, Карла Линнейна, именно в систематике, потому что он создал бинарную номенклатуру видов, которая состоит из рода и из вида. Вот. Дальше краткая история. Ну, Аристотель, это Линнейн, принципы зоологической систематики. В основном различают три вида систематики. Это естественная, искусственная и народная. Естественная, она была основана Ламарком, Батистом Ламарком. Там уже включаются как морфологические, так и внутренние признаки родства. Это уже естественная. А искусственная – это Линнейном. Она в основном основывалась на морфологических, поэтому ее называют искусственным, не более достоверной, чем у этой естественной Ламарка. И народные – это вот декоративные, лекарственные, бинарная номенклатура видов, это я уже сказала. Значит, идет сперва это царство, потом тип, потом класс идет, потом отряд, семейство, род и вид. Вот. Это именно по зоологии. Динамический стереотип – это, наверное, с этим, с популяцией. То, что как она варьируется. Динамический стереотип можно отнести один закон Харди-Вайберга, если именно про популяцию. Это именно относится к идеальным популяциям, те популяции, которые близки к этой идеальной популяции. Вот. Там именно частота аллельных генов, можно сказать, постоянная. Вот. Динамический стереотип. Наверное, там используются различные графики, в которых оценивается динамика роста популяции. И вопросы к третьему. Есть какие-нибудь динамические стереотипы? Нет. Четвертый вопрос. Хорошо. Доказательство генетической функции ДНК, свойства кольцевых молекул ДНК. Доказательство генетической функции ДНК. Если рассмотреть, то это сейчас известно, что ДНК является генетической информацией для организмов, но тогда, как доказательство, люди обосновывались на разные теории. Они думали, что вообще белки могут передавать информацию или какие-нибудь другие органические соединения, но в основном
ставили между белками и между нуклеиновыми кислотами, но потом уже с опытами они уже поняли, что ДНК является основной генетической информацией, которая передается поколение за поколением, и в ней сохраняется, реплицируется и дальше возобновляется, комбинируется это все. Доказательство генетической функции ДНК. Если рассмотреть предположение, почему именно ДНК, она способна самопроизводиться, и это подвигало ее, чтобы она была основной генетической информацией, вот, то, что она сама по себе может реплицироваться, возобновляться. Она регулирует свою работу, она регулирует с белками, без них никак, и свойства кольцевых молекул ДНК. Свойства кольцевых молекул ДНК – это, например, у бактерий. У них имеются как и обычные, так и кольцевые. Именно у бактерий имеется кольцевая молекула ДНК. Если рассмотреть на молекулярном уровне, их используют часто для каких-нибудь скрещиваний, для каких-нибудь новых свойств получения, потому что они более удобны для использования, именно вот кольцевые. Также они могут, кольцевые молекулы ДНК, кольцевые также наблюдаются у вирусов. Вторичные формы филогенеза. Последний вопрос, пожалуйста. Вторичные формы филогенеза, конвергенция. Вторичные формы филогенеза. Вообще филогенез, онтогенез – это краткая история филогенеза. И в филогенезе филогенез предложено как эмбриологические доказательства эволюции. И на них основывается вот то, что в эмбриональном развитии родственные виды, они повторяются. И тем самым можно понять то, что мы эволюционировались, и животные были нашими предками. Там на ранних стадиях можно заметить, как мы схожи с рыбами, у нас имеются жабры, дальше идет уже, вот это вот сходство. Конвергенция – это в одинаковых условиях, у разных представителей, которые не схожи происхождением, новые формы приспособления. По происхождению они не одинаковые, но из-за определенных условий среды у них образуются конвергентные свойства, приспособления. Например, к ним можно отнести, если взять из растений, корневище, это тоже корневище с этим, нет, не корневище, к ним можно, к конвергенции, приспособления общие у них появляются, но они по происхождению одинаковые. Например, к ним можно взять колючки. Колючки, например, имеют разное происхождение. Они имеют происхождение от прилистников, от листьев, но в основном основная функция – это защита. У кактусов, например, это видоизмененные листья. И если взять еще колючки барбариса, у барбариса это уже так. Если взять колючки боярышника, они образованы это видоизменение, уже получается видоизменение коркового слоя у них было. Нет, вот у розы, если взять у розы, у них колючки – это видоизменение коркового слоя, а вот у кактуса колючка – это видоизменение листьев. Это конвергентные органы, аналогичные органы, которые конвергируются, идут по одному пути и выполняют в основном одну функцию защитную, например. Это вот то, что я сказала. И вторичные формы, все вроде бы. Вопросы есть. Как вы понимаете генотипическую изменчивость и фенотипическую изменчивость, и какие можете привести примеры? Генотипические изменчивости – это уже на молекулярном уровне, именно затрагивает генотип человека, геном. Не человека, да, живых организмов, это могут быть растения, животные. Генотипическая изменчивость, она в основном происходит за счет мутаций, за счет комбинаций.
в основном за счет мутаций, комбинации во время потомства, то, что там гены комбинируются и образуются новые генотипическое. И, ну, в основном за счет мутаций генотипическое происходит. И они сохраняются, вот, на молекулярном уровне сохраняются и могут, в зависимости, как они проявляются, могут оказать влияние на следующее. А вот второй фенотипический, да, фенотипический имеется, значит, особые эти приспособления к окружающей среде, и у нас выявляются фенотипические приспособления, фенотипические изменения. Это, например, к погоде, то, что человек загорает, это нормально, это при внешних условиях. И также имеется фенотипически не передаются по наследству, потому что они в основном у всех проявляются за счет внешней среды. Также имеется норма реакции. Вот. Это вот определенный уровень ответной реакции к внешним условиям. Здравствуйте, я Сангова Ойшак, 10 класс, представитель школы Хотан БВ. Первый ваш вопрос. Жизненные формы растений. Продолжительность жизни растений. Второй час понятие о жизненных формах. Пожалуйста. Это подразумевается то, что вот растения, они по жизненным формам подразделяются на 3 вида: однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние формы – это когда они образуют плод только один раз. Двулетние – это когда они могут давать в одном году 2 сезона плода. И многолетние – это дерево, которое имеет твердый каркас, то есть твердую оболочку, которая пропитана лигнином. Однолетние – это представители травянистых, кустистых растений. Двулетние – также кустистые. Кустистые могут быть ветвистые и более ветвистые и менее ветвистые. А многолетние – это деревья. Второй вопрос. Надкласс шестиногие. Характеристика, особенности строения, экология, представители и значения. Пожалуйста. К надклассу шестиногие относятся класс насекомые, особенности строения. У них есть системы: кровеносная, выделительная, пищеварительная, покровная и так далее. Кровеносная система представлена, кровеносная система у них не замкнутая, представлена сосудами, и сердце у них пока что не более развитое. Дальше. Представители этого класса – это, как мы знаем, популярные мухи, комары, пчелы и осы. Выделительная система у них представлена мальпиговыми сосудами. Также можно отнести их к жабрам, но говорят, что мальпиговые сосуды. Пищеварительная система представлена последовательностью ротовой полости, глоткой, потом пищевод, желудок, печень и анус, то есть анальное отверстие. Развитие у них непрямое. То есть непрямое означает то, что не только с начала рождения личинка, и сразу же они преобладают более взрослую жизнь. У них после личинки идет куколка, а потом уже личинка. То есть у них преобразование. Они линяют, можно сказать. Личинка у них называется имаго. Дальше. Значение
значения имеют и положительные, и отрицательные. Положительное значение это когда, например, возьмем пчелы, они образуют для нас мед, для себя тоже так же. И отрицательные значения, они являются переносчиками вирусов. Например, аскарид, когда корова, у них идет цикл, корова съедает, в корову входит этот вирус, потом они выделяют свои вещества, а когда уже мухи садятся на выделительное вещество, и на их ногах прикрепляются эти вирусы, и они называются переносчиками. Места обитания — засушливые места, то есть суши, воздушные, в воздухе, и все вроде бы. Третий вопрос. Эффекты действия постоянного тока на возбудимое образование. Это когда на возбудимость идет еще ток. На примере можно рассмотреть фотосинтез, когда солнце обращается на мембрану тилакоида, то вот фотосистемы 1 и 2 возбуждаются, потом после возбуждения этот ток, солнечный ток, постоянно на них действует, вследствие чего электроны с фотосистемы 2 двигаются на фотосистему 1, а из фотосистемы 1 идет на электронно-транспортную цепь. И также бесконечно идет. Рассмотреть другой вопрос. Четвертый. Ферменты, использование их в генетической инженерии. В общем, что такое фермент? Фермент — это биологический катализатор, который во много раз увеличивает скорость реакции. Имеется 6 классификаций оксидоредуктазы. Это те, которые действуют на окислительно-восстановительную реакцию. И потом трансферазы, которые способствуют транспорту из одного вещества к другому. Изомеразы, которые также действуют. Лигазы, по-другому их можно назвать синтетазы, которые действуют на синтез новых веществ. Лиазы, которые расщепляют жирные вещества. И гидролазы, которые действуют в распаду воды. Например, можно рассмотреть ферменты пищеварительной системы. В слюнных железах есть амилаза и мальтаза, также которые можно использовать в генетической инженерии. Амилаза действует на расщепление углеводов, а амилаза, она действует на расщепление полисахаридов на олигосахариды, а мальтаза, она расщепляет мальтозу до глюкозы, то есть более расщепляет на клеточном уровне. Есть ферменты нуклеазы, которые расщепляют нуклеиновые кислоты для переваривания. Есть протеазы, которые расщепляют белки. Еще есть липазы, которые расщепляют жирные кислоты. И многое другое. Пятый вопрос. Пожалуйста. Видообразование. Экологические аспекты видообразования. Да. Точка. Гибридные зоны. Видообразование, в общем, обосновал Карл Линней, то есть бинарная номенклатура, которая берет сначала, первым идет род, а потом называет его вид. Экологические видообразования бывают мутуализмом, нейтрализмом, симбионты и хищники. Мутуализм — это когда один организм не может жить без другого, то есть они взаимосвязаны. Нейтрализм — это когда то есть им не тепло и не жарко видеть друг друга в одной среде, то есть безразличны друг к другу. Симбионты — это когда они взаимосвязываются между собой для взаимовыгодной помощи.
Дальше идут хищники, которые идут уже дерутся за место обитания или за пищу, или за что-то другое. Гибридные зоны. Гибридные зоны. У меня нет информации насчет этого. Еще вот надо было говорить об аспектах, экологических аспектах, которые способствуют видообразованию. А вы рассказываете нам о формах взаимоотношений между организмами. Спасибо большое.